Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Всемирным днем охраны окружающей среды. Чехия направила нового посла в Туркменистан. Туркменистан принял участие в совещании СНГ по связи в Минске и другие новости. Сегодня в Туркменистане, как и во всем мире, отмечается Международный день охраны окружающей среды. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов поздравил работников сферы охраны окружающей среды и туркменистанцев. Туркменский народ во все времена бережно относился к окружающей среде, охраняя ее как зеницу ока. Эта гуманитарная деятельность успешно осуществляется в рамках принятых программ по озеленению дорогой отчизны и ее превращению в цветущий оазис в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», говорится в послании. В Ашхабаде состоялась церемония вручения верительных грамот новым послом Чехии Любомиром Фребартом, председателю Меджлиса Туркменистана. От имени президента Туркменистана руководитель национального парламента поздравила посла с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деятельности, направленной на укрепление дружественных отношений и эффективного межгосударственного диалога, развиваемых на двусторонней и многосторонней основе. В ходе встречи стороны отметили прогресс в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая межпарламентское взаимодействие. Представители агентства «Туркмен-Арагат-Нашик» приняли участие в 60-м совещании руководителей администрации регионального сообщества в области связи стран-участниц СНГ. На международной конференции наряду с руководителями телекоммуникационного сектора стран СНГ выступил глава агентства «Туркмен-Арагат-Нашик», который обсудил важные вопросы сектора связи. В рамках конференции состоялись встречи делегации Туркменистана с руководителями телекоммуникационного сектора стран-участниц СНГ как в двустороннем формате, так и в расширенном составе. Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева приглашает ашхабадцев и гостей столицы погрузиться в музыку любимых историй Уолта Диснея. Концерт «Дисней 100» состоится в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули 9 июня. Посол Туркменистана и министр образования и науки Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области образования. Стороны констатировали взаимную готовность придать этому процессу созидательные импульсы. Особое внимание было уделено вопросу укрепления сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. Одно из направлений туркмено-таджикского сотрудничества является практическая реализация межправительственного соглашения о строительстве средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в Дахканском объединении Эргаш-Султанов, района Дусти, Хатлонской области Таджикистана. Портал государственных услуг Туркменистана e.gov.tm предлагает гражданам доступ к разнообразной справочной информации, необходимой для оформления различных документов и получения справок. На портале можно найти подробные инструкции по получению паспорта гражданина Туркменистана, свидетельства о рождении ребенка и других ключевых документов. Информация структурирована таким образом, чтобы пользователи могли быстро найти необходимые сведения о государственных учреждениях. В период вступительной кампании в высшие учебные заведения Туркменистана на портале госуслуг обновляется информация о необходимых документах для абитуриентов, доступных направлениях подготовки и датах проведения экзаменов. Премьер-министр Нарендра Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, которые проводились с 19 апреля по 1 июня в несколько туров. Партия премьер-министра БДП, несмотря на ожидавшуюся жесткую конкуренцию, вышла на первое место, хотя и не достигла абсолютного большинства в парламенте, как показывают предварительные результаты. 4 июня в Казахстане торжественно отметили День государственных символов. В этот день, в 1992 году, были утверждены флаг, герб и гимн страны, ставшие неотъемлемыми атрибутами ее суверенитета и идентичности. В рамках подготовки к матчу пятого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 в группе Е против сборной Узбекистана национальная сборная Туркменистана провела первую тренировку в Ташкенте. Отметим, что встреча между сборными Узбекистана и Туркменистана состоится в четверг, 6 июня, на стадионе Бунет-Кор и начнется в 19:30 по ашхабадскому времени. Шахматисты Туркменистана уверенно начали свое выступление на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет. После 2 дней соревнований, проходящих в индийском городе Гандинагаре, туркменские спортсмены идут в группе лидеров. Чемпионка Туркменистана среди женщин и кандидат в мастера файт Мерьем Агаджанова, а также чемпионка страны среди девушек до 20 лет и файт-мастер Лала Шохрадова набрали по 2 очка, одержав победы над индийскими соперницами. Среди юношей отличился Ахмед Губатаев, вице-чемпион Туркменистана до 20 лет.
В первом туре он сыграл в ничью с армянским международным гроссмейстером Эмином Аганяном, а во втором одержал победу над другим армянским гроссмейстером Мамиконом Гарибяном. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.